Кто же для кумыков аланы? Кто угодно, только не Таулу, ибо кумыки так называют горцев Дагестана. Для кумыкского языка гораздо привычнее Карачай и Малкарлар. Вообще, мы не понаслышке знаем алан. Очень часто люди ошибочно считают, что ареал проживания кумыков ограничивается Дагестаном, но это далеко не так. Кумыки живут длинной полосой на низовьях Терека, в Чечне, в Северной Осетии и даже Кабардино-Балкарии. Таким образом, мы непосредственно соприкасаемся с аланами территориально. Мы так тесно соприкасаемся, что, услышав родную речь с аланских уст, часто гадаем, из какого кумыкского района эта особенная фонетика. А когда на вопрос о районе происхождения слышим «Мен вообще-то таулуман», наш разум перестает воспринимать происходящее адекватно. Так что наши различные этнонимы кажутся нам недоразумением жестокой истории, которую, несомненно, надо исправлять. Мы настолько нужны друг другу, что раздельно больше смахиваем на разделенный комплект одежды. Сами посудите, кумыки ведь живут в предгорьях и на равнине, а аланы в горах. Вместе у нас весь комплект, морское побережье и самая высокая вершина континента. А в условиях импортозамещения туризма получается рай земной. Хочешь аланский Куршавель на Эльбрусе, хочешь Мальдивы на Кумыкской плоскости у Каспия. В общем, только живи и создавай туристические проекты. Вот мы и подумываем о татар-тюрк-туре, но в этой истории замешаны еще крымские татары, нагайцы и азербайджанцы, поэтому о ней мы расскажем в другой раз. На сей раз лучше сконцентрируемся на том, что нас объединяет в нашей истории. О связях между нашими народами довольно интересно пишет аланский ученый Лайпанов. Чтобы показать этническое родство этих народов, приведу некоторые факты, пишет ученый. У них общие предки, но и после окончательного формирования их в качестве феодальных народностей в XIII-XIV веках взаимосвязи между кумыками и карачаево-балкарцами не прекращались, о чем свидетельствуют исторические факты и фольклор. В частности, песня Каншауби, посвященная князю Каншаубию Крым-Шамхалову, жившему в середине XVII века. Тяжело заболев, он уехал к своим родственникам в кумыкскую столицу Тарки, где и похоронен. В своей книге «Этногенетические взаимосвязи карачаево-балкарцев с другими народами» автор пишет о том, что родоначальниками многих карачаевских фамилий являлись кумыки. Это Крым-Шамхаловы, Алиевы, Хаджиевы, Борлаковы, Казиевы, Калахановы, Магаяевы, Бекбулатовы, Эфендиевы, Кумуковы, Курмановы и многие другие.